А в следующем сюжете мой коллега Андрей Телебенцев попытается раскрыть проблему содержания экзотических животных в квартирных условиях. Забегая вперед, скажу, что часто встает проблема законодательства. К примеру, в Москве оно одно, а в Московской области уже совсем другое. Так вот, в столице страны с сотрудниками правопорядка изъят самый настоящий дикий лев. Точнее, совсем еще юная его копия. И зовут его Симба, как героя легендарного мультика. Маленького львенка 32-летний москвич хранил у себя в гараже. Перепугал при этом всех – и соседей по кооперативу, и защитников диких животных. Лев. Ого, вот он говорит мяу. Мяу, говорит лев. История каменных джунглей для маленького львенка началась именно здесь, в гаражном кооперативе на проспекте Мира. На необычный вызов отреагировали полицейские. Их не смутило то, что очевидцам померещился дикий лев. Как оказалось позднее, животное бегало по кооперативу, привязанное веревкой к массивным воротам. Даша его сфотографировала, как он там на этой вот веревочке, как он вот мяукал так. Вот. И она мне это показала. И тут же я ей сказала, говорю, Даша, это нарушение закона, давай срочно что-то делать. Лев, к слову, оказался самый настоящий, а вот условия содержания и вправду дикие. В полицию поступило сообщение о нахождении дикого животного в одном из гаражей на проспекте Мира. Прибывшими на место участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудниками управы и департамента природопользования установлен гараж, в котором находится львенок. Хозяин льва – 32-летний москвич по имени Никита. Сотрудникам мужчина заявил, что купил животное в интернете за 80 тысяч рублей. Однако необходимые документы предоставить не смог. Полицейские решили пресечь такой импровизированный зоопарк. Однако мужчина, в отличие от своего питомца, оказался не очень контактным. Нет, вы что? Вы куда берете его? Вы кто вообще? Хозяин дикого животного не смог объяснить сотрудникам правопорядка причины появления льва в гараже. По его словам, в дальнейшем лев должен был сменить место жительства на дачный участок москвича. Однако об этих планах Никита никого не оповещал. А значит, верить ему можно только на слово. Вы знаете, Никита у нас сам новый человек, да, он какой-то замкнутый, и на разговоры он практически никогда не раскрывается. Не так давно был принят закон об ответственном обращении с животными. Департаменту природопользования станет намного проще работать и регулировать продажу и условия содержания диких животных. И данный закон станет отличным, легитимным механизмом воздействия. Дома африканского льва с 1 января 2020 года завести будет невозможно и нельзя, запрещено. Ну и будут прописаны условия содержания для тех животных, которых можно будет содержать в квартирах. Вот, грубо, чтобы содержать льва в таких вот домашних условиях, нужно будет вольер 30 соток, да, природный ландшафт. Ну, естественно, должны быть специалисты. То есть даже человек, который захочет этого льва в будущем содержать, он должен быть специалистом, получить специальное образование. Закон об ответственном обращении с животными вступает в силу с 1 января 2020 года. Хозяин льва мог и не знать, что вскоре содержание диких животных в квартирах будет запрещено. Однако считаться с законом вскоре придется. Если правоохранителями, конечно, не будет возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с диким животным. Андрей Телебенцев, Алексей Толстокулаков, Георгий Белецкий. Новости 360.